Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Хэшуйсу все, кто заходит. Так, пока никто не зашел. Вот. Надеюсь. Зуг воля ю, Ибраим. Тигачул воля хезисо. Позиция хитивой. Чего дикюба? Иди кто? Звук дикёж, дикдо. Так. Вот так вот. Воля ю алхецу. 4 человека. Ассаламу алейкум, ажи. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Хэшу, гушу. Идикадук, хэшвош, гушвош, вайдала. Потихоньку наши ютубовские братья подключаются и отключаются. Но в любом случае подтянутся. Надеемся на это. Ну что, всех, еще раз всех нашего алейкум ассалам, всех своих дорогих подписчиков, друзей, недругов, всех поздравляю, мусульман, с наступлением священного месяца Рамадан. Дай Аллах нам всем здоровья, чтобы мы смогли достойно пройти этот месяц, держать уразу, делать намазы, говорить правду, делать праведные деяния, делать дуа, намазы. Дай Аллах, чтобы во всем мире люди осознали пагубность всего плохого. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот. И желаю всем мусульманам мирного, мусульманам и не мусульманам, всем мирного неба над головой. И мы продолжим свой эфир. Сегодня у нас пятница. Попытались в Телеграм, но в Телеграме, как вы знаете, аудитория такая немножко разношерстная у нас и до сих пор не прижилась. Ассаламу алейкум. Ухмар хибата дал иман соудохил, дал дигал беркат соудохил. Амин. Амин эдухой. Аганя и машу хавя шешит адам баш. Амин, амин. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Книга по книге. Но если будет пожелание, конечно же, мы зачитаем еще один-два параграфа с наших книг про историю нашего народа, культуру. Вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
ничего хауба. Başlam marhaba tamasub büyüsen stream yez a свахксан. Мухаммад, если у нас получится, если будет возможность, иншалла, я проблем яцис, но ограничения бывают очень сильно в связи, так скажем, нестабильной экономической ситуации, если сказать более такими. А так, проблем яцис. Никаких проблем нету. Честно сказать, немножко и достало это, чтобы, имеется в виду, достало то, что вот все одно поможем, чем сможем. Дерес хэл. Аж эльшана проблемят мы и по картам, и по книгам. Все у нас наготове, все есть. Когда вы захотите, можем начать, а если хотите, мы можем просто по всем постам, которые я загрузил, если кто-то хочет поговорить, задать вопросы, мы можем и по ним отвечать. Вот, я пытаюсь максимально загрузить, я здесь Бога Цахаду Хамашу. У нас все к этому готово. Хотите, можем отвечать на вопросы, хотите, можем непосредственно и с книги «Ассаламу алейкум» мукшаумую. Валид ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Валид алдухва ахваль. Альхамдулилlah, живые, здоровые. Как видите, мои братья, стареем, вот. А все остальное, да, аха, пока держимся, мукшау, мукшмершаду, цачун. Мархебут техечи, без мархебут. Священный месяц, Рамадан наступил. Радостный для всех нас, поэтому вот. Доступ ни для кого не закрыт, каждый может задать вопросы, интересующие вопросы может задать. Вот, и когда вы уже захотите, сами мы зачитаем интересные моменты, некоторые с наших книг, исторических книг, которые важны для нашего, как говорится, для нашей истории, для всех нас. Подготовил пару моментов, пару роликов по Ауху. Но, к сожалению, я его подготовил еще 23 числа. Но, знаете, 24 уже начался, как говорится, Башлам, вай бойсхар, анди убу, сюли, связи и лари. Пока связи целы, но уже всякие моменты используют, пытаются и Байсангура, и других. То говорили, что его вообще не существует, то теперь оказалось, что он там принадлежит другой или нации, или другому тайпу. Но, насколько я знаю, у него есть живые родственники, потомки его братьев Байсангура. У Байсангура самого ничего не изменилось, разве что очень большой тайп Бено, он существует, и они являются исконно Нохчи тайпом. Но, видите ли, пробросы, пройдет ли, не пройдет ли, скажите, эфир идет, что ли? Скажите, эфир идет, что ли? Да, эфир идет, Расул, и мы в прямом эфире. Я не знаю, идет или не идет у тебя, но здесь сверху написано прямой эфир, и 18 человек
у нас в эфире, 18-17 и 8 лайков. Поэтому мы в эфире, мы здесь и, как говорится, продолжаем. Вот, поэтому пробросы идут по каждому из национальных героев, которые, исторических национальных героев, которые у нас есть. Мало того, что есть люди, которые поддаются провокациям, есть люди, которые уверены, знают, спрашивают, интересуются и, конечно же, опровергают ложь. Вот. И еще хочу от всей души поблагодарить всех братьев, сестер, когда я публикую в Ютубе или пост, или видео закидываю, которые комментируют, которые пишут. Огромное всем вам, баркаллах. Закончено показывали. «Гроза Кавказа». Я был в Телеграме. Я был в Телеграме, но потом оттуда с Телеграма я вышел и вышел на прямой эфир непосредственно только через YouTube, чтобы как бы там это было вещание с Телеграм-канала. Ну, поскольку там никого нету, смысла там держаться, там были 3-4 человека. У Байсангура есть родственники, можно сделать ДНК и есть могил. ДНК сделали, они чистые ногти. Сейчас идет эфир, и с кем разговаривать Башлам еще нет. Алейкум салам, уважаемые мои друзья. Первая часть, там, где я с Ибраимом в прямом эфире, это был через Телеграм. Поэтому сейчас идет через YouTube непосредственно. Башлам, нох чечур устаз шах вайкомах сагхили арсановгар боцур вай арсановгар боцур вай маттах ала соцақити ахатташ вайкомах сагхили арсановгар боцур усташ хиладер ахудис хаyan доккамабу док у дойкуройло докка устаз даққа докка нохчи устаз хиладер арсана уцага докка устаз хила но масала халардаqa مويدر حاجة تعزر إسبع بريتو شرع بريتو شرع تقيوس شرع اشتا تسوخينا حاد ادي عندو تسي عيدلو دقخلك بنا اولياش استاش اش علم دولناخ نوخشي ايمن نوخشي ماتا علم ليلوش بول خلدر نوخشي بوش استاش بوش اولياش بوش داق شيخ دني ارسانا ووتسرش دقا خلا شيكو ياتسود يا قيوم زاتا وغتسين دوك الشو جايتو اشتو داق دوك ووتسوغا مصلحة يوتسروي تشو حاج سيسنر تال قيشو إذا ساشيكو يو شوية تيبان يديشني ولا يتسبانترو ولا وشدو يحل تسوندير دقا خلدير. У нас, я надеюсь, я ответил на вопрос. Так, кунт хажи, узун хажи, вок хажи, кара, вайкомах, уйсак, карах, вайкомах. И сон цаха хон маршо, сон иал цаха, курейшиц инах бу оршдуш, вок хаж сесна негючуа, сесна вок хажа из нохчу. وش صناعة قريش زين ربنا شخصا بيحكم بالله. Маша, ты вчера родился? Так. Herrer. تعجب ettik şu işe. İşte haldu. No
Так, дальше. Продолжим отвечать на вопросы. И у меня написано «Ждем пользователя». Uzun haj, صناعة ونو سولو تخاسون именно ميلشقومو تخاسون ميلشقومو تخا это ага. Так. صناعة رامو. Вот. Ну и давайте, раз у вас вопросов больше нету, если нет вопросов, мы по истории пройдемся. Это непосредственно строительство и архитектура. Если у вас есть вопросы, я отвечу на вопросы. Если нету, мы немножко про историю нашего народа с древнейших времен. Есть строительство и архитектура. Вот этот параграф я хотел. Почему у меня написано «Ждем пользователя»? Не знаю, Расул, что у тебя там написано. Ладно. С древнейших времен у нахчийцев были свои замечательные мастера строительства архитектурных форм, соответствующих всем инженерным требованиям. Вот. Что касается последних древних племен, что касается поселений древних племен, которым некоторые ученые предъявляют определенные требования, то здесь на первый план выходит во-первых, вопросы строительства и архитектуры. Во-вторых, проблема урбанизации. Для решения последней необходимы следующие предпосылки. Относительно высокий уровень развития общественного производства, особенности сельского хозяйства, которое могло производить прибавочный продукт. Далеко продвинувшееся социальное расслоение общества по имуществу и статусному признакам. Политическая интеграция первоначально обособленных земледельческих общин, наличие аппарата насилия. Развитие специализации, профессионализм в ремесле, военном деле, в культовой практике и так далее. Ну, про культовую практику мы знаем, да, у нас в горных районах об этом осталось достаточно памятников, которые мы непосредственно по которым мы говорили. Вот. В данных научных исследованиях все эти предпосылки существовали. В частности, на территории Северного Кавказа, но не на таком антагонистическом уровне, как в Азии, допустим. Появившиеся на этой основе крупные поселения у нахчийских племен и их родственников в пространстве Предней Азии и Кавказа свидетельствуют о наличии здесь в той или иной мере города. Сейчас, чтобы было понятно, нужно, чтобы вы послушали, какие города. Дзурдзука, Тушпа, Нашха, Шара, Дербент,
Хоули-Гора и другие. Как отмечают некоторые исследователи, во второй половине 8-7 тысячелетия до нашей эры, в период расцвета ранее неолитических обществ Средней Азии, когда процесс а, формирование производящего хозяйства подходил к концу, повсюду происходили существенные изменения в архитектурных принципах. Постепенно начали переходить от круглых жилищных к прямоугольным. В связи с этим наиболее популярным жильем древнейших времен на Северном Кавказе были прямоугольные наземные жилища. Вместе с тем, архитектура хурритов свойственна именно чисто прямоугольной формы сооружений, которые приобретают форму зиккуратов строго вертикальной направленности. Подобный тип архитектуры мы наблюдаем в Ассирии в конце первого тысячелетия до нашей эры. Для сравнения можно привести данные башенных архитектуры навчийских племен. Большой научный интерес представляют следующие данные. Термины «димту», башня, алу, селение, биту, дом, широко представляемые в хурритской среде. Семейно-родовые, а также боевые башни – весьма обыкновенное явление в периферийных, особенно в горных обществах, слабо охваченных товарным производством и отстаивающих свои патриархальные порядки от окружающих государств. Такие же башни распространены у кавказцев, жизнь которых не отличается от общественной жизни горных хурритов древности. Дело в том, что хурриты в этнолингвистической довольно близко родственны горским народам Кавказа. Что касается использования, где бы запустить еще эфир? Ибраимову Юповане. Что касается использования боевых башен нахчийскими племенами, интересным представляется то, что у хурритов типичным жилищем была многоярусная жилая башня, где в нижнем ярусе держали скот и верхние жили семьи. Ну, я думаю, что вы должны понимать, речь идет тут о башнях, которые в огромном количестве находятся на территории немалом количестве находятся на территории Нохчичуя. Многие, конечно, были, как говорится, разрушены начиная со времен Тамерлана Хромова и заканчивая последней Второй Чеченской войной, которая происходила на нашей территории. Многие башни разрушены, но, однако, заметьте, что то же самое по такой же архитектурным данным у них находилось и внизу держали скот, то есть совпадение один в один. Характеризуя рассматриваемую культуру, Шавхалишвили А.И. пишет об огромном значении жилищных, хозяйственных и оборонительных сооружений тушин и чеченцев, нахчийцев в историческом прошлом, особо подчеркивая распространение и двухэтажных жилых построек, а также многоэтажных боевых башен. Автор подчеркивает их изобилие в Тушетии и в Чечне. Наличие башенной архитектуры также исторически засвидетельствовано у хурритов, подчеркивая генетические связи культуры Хурии Метании с Наири-Урарту, которая в свое время входила в состав этого государства. Необходимо подчеркнуть влияние урартской культуры на культуру армян и других народов Кавказа, включая северокавказские племена. А также ее влияние распространилось на Месопотамию и Малую Азию, включая Иран. Например, для государства Урарту было характерно в основном два типа поселений. Укрепленные поселения и раскинувшиеся вокруг них небольшие, лишенные всяких оборонительных сооружений, населенные пункты. Первые в урартских надписях именуются крепостями. Гал,
Гала, город-крепость. Вторые же городами-поселениями Уру. Обращает на себя внимание тот факт, что при совместном развитии в течение почти 2 столетий культура Урарту и культур местных племен аборигенов Южного Закавказья в этническом отношении они были близки к урартам. Многие архитектурные формы вобрали в себе ассимилированные элементы обеих культур. Сохранившиеся до сегодняшнего времени древние поселения нахчийских племен, одно и многоэтажное жилье, боевые башни, склепы, сделаны из камня. Говоря о горской архитектуре, нельзя не учитывать важную роль рельефа местности, а главное о камне, основном строительном материале, диктующем те или иные решения при возведении построек. Эти особенности во всей полноте встречаются и в уральской архитектуре. Так, если обратиться к народной архитектуре и строительным приемам горцев Кавказа, поражает их способность возведения сводов напуском камней, ложный свод, перекрытие дарбазанного типа, использование консульных ступеней, возведение балконов, напоминающих машикули. К сожалению, приходится возвращаться еще раз к мнению Мужухоева, который имеет локальный характер. Он считает, ну, мы говорили об этом, что он считает, что его мнение было, конечно же, ошибочно. Мы об этом говорили. И мы, смотрите, мы много говорили об этом, но здесь как раз таки указывается, что архитектура-то в основном взята у хурартских или хуритских и урартского государства. То есть оно распространено не только на Северном Кавказе, но и распространено за Кавказье. Они рассказывают и в Грузии, Армении, даже в Иране. Поэтому, если где-то есть совпадение, то тут, конечно же, ничего такого нету. Однако именно прямоугольная, пирамидальная башенная архитектура, двухэтажные или боевые башни, очень сильно фактически идентичны с нашими. И об этом говорит Джавахашвили, конечно, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому об архитектуре я не знаю, уважаемая Сирена, я не веду религиозный канал. Вам нужно спрашивать по этому вопросу представителей муфтията. У меня исторический паблик, и честно сказать, сколько вирдов, что они делают в историческом плане, я даже не интересовался. Религиозная тема для меня, она немного для меня табу. Почему? Потому что я не хочу ошибаться, я не хочу потом гнева людей, которые непосредственно занимаются или являются того или иного вирда. Поэтому это не ко мне эта тема. Задавайте эти вопросы в муфтият и так далее. Расул, ты мне задаешь один и тот же вопрос 33 раз. Смысл задавать вопрос, закроют ли 4 числа YouTube или нет, я не знаю. Захотят — закроют, не захотят — не закроют. Я не знаю. Вы можете поинтересоваться, если это касается истории каким-то образом, или вы просто хотите зайти, посидеть, поговорить, поболтать, это другое дело. Я зачитываю вам материал об архитектуре, об совпадении, я не знаю, там, сооружений с уральскими, хуритскими, там есть дальше земледелие, скотоводство. То есть вам, по идее, по сути, ваша история вам не столько интересна, вам что-нибудь вот такое горячее, я не знаю, что вам еще преподнести. Здесь, конечно, есть книга Хасана, зачитать, но интереса, честно сказать, я не вижу. Честно, не знаю даже. Не знаю, что да как. Один дома, каждое твое слово противоречит твоему существу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
уважаемые мои друзья, которые сегодня в эфире. А, Я, честно сказать, м, по религиозной теме всегда пытался дистанцироваться. Поэтому для меня это, конечно же, немножко не то. Дело не в том, что трудно или легко узнать. Нет, это не моя тематика. Это в основном философия, религия. Для меня важно, что наш народ исповедовал ислам. Нынче он называется традиционный ислам. Амин. И на этом как бы я не углубляюсь дальше. Да, конечно же, были материалы, когда задавали про Кунт-Хаджи, если я не ошибаюсь. Э, Говорились вопросы, обсуждались вопросы касаемо непосредственно э, о его видении истории нашего народа, было ли сопротивление Шамилю или нет, кто из них был прав, не прав, само собой, тем более о том, что он был сторонником того, чтобы уничтожали свой народ. Такой информации у меня нет и не было, и не видел я ее, по крайней мере, не знаю, у кого там какая бурная фантазия, это их проблема, конечно же. А так, конечно же, выступления, высказывания. Башлан, что скажешь? Скажу, хорошая книга. Хорошая книга, у меня она есть, в поисках национальной идентичности. Отвечает на многие вопросы, которые касаются современной проблематики. Мне интересно, а ты мне без обид. Мне интересно, ты мне без обид. Короче, какие-то свои у вас разборки. Я, честно сказать, немножко не понимаю их. Ну да ладно. Вот. Книга очень хорошая. Я вам зачитывал ее, в основном имеется в виду, рассказывал, что на этой книге. А, Башлам, что за шубутский джамат, которые просили покровительство России? А, Ты на 4 года опоздал, Расул. Шубутский джамаат в составе своего народа чуть-чуть, так что можешь не переживать. Передай норнийцам, если у них есть мужество, если они не хачаэльно, пускай придут и расскажут это мне. Я с ними разберусь. А это было временное перемирие, чтобы не уничтожались шатойские села. Это не все шатоевцы, а 3 изселения. Причем буквально через неделю они разорвали этот договор и начали дальше продолжать свои боевые действия. Поэтому мне не интересно. Я заметил одно, вот ты рассказываешь про норнийцев и задаешь вопросы, те, которые э, якобы задают норнийцы. Но эти вопросы мы уже давно уже прошли. Дело в том, что эти 3 селения, которые говорится, так часто говорилось, заключили договор во время уничтожения, то есть сжигая царские войска, шли вверх, заключили 3 селения договор. Опять же, дело в том, что эти договора не имели за собой никакой силы. Поясню почему. Потому что не было централизованной власти. Сегодня один заключал, а завтра, на следующий день, другой просто мог сказать, ну, а кто ему давал право, и начинал проводить свои карательные экспедиции против, в их понимании, захватчиков Кавказа. Вот. В дальнейшем, конечно, методика изменилась, методика стала немножко иной. Начали брать аманатов, начали брать в заложники. Хотя мне сказали, что использовать слово аманаты
почему-то оно очень сильно используется в истории, но с точки зрения религии мне объяснил один ученый, исламский ученый, что говорить это слово нельзя. Оно слишком дорогое и очень э, неправильно трактуется именно в историческом ракурсе. Многие, может быть, не задумывались об этом слове, но мне пояснили это в такой форме, что нежелательно, конечно, говорить, когда говоришь о царской России и заключении каких-то договоров между царской Россией и представителями там научного народа как-то неуместно, потому что они брались в основном в заложники. Это есть другое название, но апеллировать какими-то арабскими словами я не хочу, ибо а, есть, короче, ряд проблем, которые возникают, когда ты начинаешь апеллировать терминологией, арабской терминологией. Воспринимается это совсем иначе в связи с событиями, которые были у нас на протяжении почти что 20 лет фактически. Вот так вот. Ладно, давайте продолжим. Задавайте вопросы, если у вас есть. Продолжим отвечать на них. Тишина. Раз тишина, давайте посмотрим по книге Хасана Бакаева какой-нибудь параграф, раз у вас нету вопросов. Я так понял, слишком умные терминологию по поводу архитектуры вам тоже не сильно нравится. Чтобы вам прочитать? Башлам, не оглядывайся на деятельность, на их деятельность. Это пучит метеорит, старайся избавиться от внутреннего состояния. Да, я вообще, честно сказать, не сильно на них обращаю внимание, но немножко задевает, имеется в виду, когда наши люди верят этим, конечно же, сказкам и байкам. Что-нибудь такое не длинное, чтобы вы могли, чтобы вам можно было зачитать и вам понравилось. Хотел посмотреть. Кавказ и кавказиане большие. Здесь большие параграфы, я просто боюсь, что вам оно немножко так. 74. Давайте я вам такой очень интересно, для меня интересно, надеюсь, и вам тоже понравится эта книга Хасана Бакаева. Это все про нашу историю. Надеюсь, если у вас возникнет вопросы, дальше мы постараемся ответить по... Есть ли ученый Нахчеван, земля рода Нахтча? Вот, Нахчеван, земля рода Нахча. Если ученый-географ Мурзаев с некоторыми неопределенностью отмечал, что топоним Нахчеван, Нахичевань известен еще в истории Ближнего Востока до новой эры, то доктор географических наук, профессор Поспелов приводит более точную датировку упоминания Нахчевана, Нахчавана, Нахичевани
Это разные трактовки, которые, как указывается, в исторических источниках. Кроме того, он был склонен видеть в названии Нахчеван, Нахичевань этническую основу. Этот ученый писал: Нахичевань – столица Нахчеванской автономной республики Азербайджан, который возник в VI веке до нашей эры. В исторических источниках впервые упоминается в IV веке нашей эры. Наиболее ранняя письменная форма Нахчеван, где Нахча – древнеармянское родоплеменное название, а элемент Ван, варианты Вани, Вана, в древности очень продуктивный в топонимии Закавказья, Малой Азии. Употребляется со значением место, дом, земля, страна, а также в роли суффикса принадлежности. Таким образом, с учетом древности топонима можно считать, что первым было название местности Нахчаван, земля рода Нахче, а по ней затем получила название возникший на этой земле город. Азербайджанский ученый Мамедов, сопоставив множество исторических материалов, также пришел к заключению, что название Нахчеван произошло от наименования одного из племен Кавказа. Странно, что этот ученый не довел свое мнение до логического конца, указав, что на Кавказе, да и во всем мире есть только одно племя с историческим названием Нахчи – это чеченцы. Отметим мимоходом, что компонент «ван» в этих этнических названиях имеет, судя по всему, не иранское, как полагал Минорский, а урартское происхождение. Так академик Г.Р. Капацян, возражая тем, кто выводил термин «аван» в значение село, городок из персидского, категорически заявлял, что оно является природным, доармянским, точнее халдейским, то есть урартским словом, которое получилось из урартского «бани» – страна, закономерным фонетическим переходом халдейского «б» в армянское «в». К примеру, урартское биаина стало армянским названием города Ван. Здесь нужно обратить внимание также и на то, что исходная урартская форма «бани» – страна трансформировалась в армянское значение «село», «городок», что свидетельствует о некой семантической неустойчивости термина «ван», который может выступать как значение страны, земли, местности, провинции, так и обозначать отдельный населенный пункт. Укажем, что урартское «бани», «биани» связано, очевидно, с чеченским термином «бян», «бен», «гнездо», который имеет еще второе, более емкое значение – родовой центр. В Закавказье, Предной Азии, обнаруживается немало племен и народов, чьи названия, как в случае с Нахчиматьянг, Нахчеваном, одновременно присутствуют и обозначающие как страна, так и города. Такое сочетание, к примеру, мы находим в названии города Ереван, Эревань, основанного еще урартийцами под именем Эребуни. Специалист по топонимике Жучкевич отмечал, что в основе названий Ереван, Эребун лежит какой-то этноним. Исследования Меликашвили показывают, что город этот был построен в стране Эри-Ахи, то есть в стране народа Эри. Вот такое вот Нахчеван, земля народа Нахчи. Теперь, чтобы было понятно, кто в этом, кто вообще, на какие ссылки ведется. Мурзаев, география в названиях, Поспелов, географическое название мира, Мамедов, очерк истории народа Нахчевана, Капацян, историко-лингвистическое значение топонимики Древней Армении, Тисаев, Петровский, Жучкевич, Меликашвили. Вот такие вот ученые работали и указывали непосредственно
говорит о том, что есть вот такие вот моменты. Ну, походу, как всегда, нашей аудитории немножко притихли и ведут свои войны, наверное. Так, посмотрим. Вопрос не ко мне. Не ко мне. Ибраим, ДРС, Хейлон, да, Духуахуа. С этой с короной прикреплять я, конечно, не умею. Ну, ДРС, Хейл. За то, что пытаешься поддержать, помочь. Ну, что есть, то есть. Но это есть у нас, конечно же, есть. И не только это. Я вам в прошлом эфире обещал, я, конечно же, ничего не забыл. По картам у нас есть и карты, как вы знаете, да? Есть карта схематическое расселение нахчийских обществ 19 века с описанием тейпов. Вот. Ну и, конечно же, географическое, демографическое положение Чечни 19 века. Здесь вот указаны по номерам, какие тейпы проживали. Но в основном это, если те карты основаны как-то уже после того, как появились здесь сверху, есть это 19 век, терские гребенские казаки, здесь написано вверху по тереку, чтобы было видно зеркальное отражение, вот здесь написано терские гребенские, здесь нагайцы написано. Ну и как мы видим, кумыки даже в Кизляр не принадлежит ни кумыкам, ни сюлю, ни дагестанцам, ни кому-либо. Кизляр находится в плоскости непосредственно отдельности, как говорится, в основном ближе к ним, конечно же, находятся нагайцы. Есть, конечно, и карта, которая у нас непосредственно народов обитающих, я вам показывал. Вот. Я обещал вам, что сегодня я покажу вам эту карту, по ней поработаем. Но, честно сказать, я немножко, чтобы было понятно, немножко не знаю, насколько вам это интересно, интересно ли это вам вообще. Поэтому не знаю, показывать, не показывать. Ну, смотрите, например, вот смотрите, здесь описание, какие тейпы и цифры видите, да? Вот по этим цифрам, по этой карте мы, не мы точнее, а есть карта. Видите, карта народов, обитающих между морями Черными и Каспийскими на пространстве властной России. Вот. Год 1833. Вот, чтобы было понятно, подождите, сейчас я постараюсь достать карандаш, как мне указали в прошлом эфире, что указывать пальцем это как-то неправильно. Угу. Ну, смотрите. У нас еще есть карты. Угу. Народы полушария. Сейчас посмотрим. Так. Каспийское море. Черное море. Франкское государство. Арабы. Арабы 7-9. Завоевание арабов тоже есть, кстати. Очень интересный момент.
Давайте посмотрим по завоеванию арабов. Так. Ну, смотрите, вот Медина, вот Мекка, священная Мекка. Чтобы это завоевание арабов 7 и 9 века. Для тех, кто как раз интересовался о том, как происходило завоевание и распространение ислама. Смотрите, последнее на Кавказе место, которое завоевали в 7-9 веках. Видите, это Дербент. Дальше, вот это пространство, видите, да, оно по распространению нигде не находится. То есть это Черное море, это у нас Грузия, вот как видите, вот это пустое пространство. Происходило вот это непосредственно, видите, у нас вот оно, вот это распространение ислама, 7-9 века. Ориентироваться всегда нужно по Каспийскому морю. Нужно ориентироваться, когда мы ищем что-либо по нашей истории. Так, давайте посмотрим. Это торговля, науки, рост народов Европы. Сейчас посмотрим. Так, здесь Черное море. Здесь Шотландия. Чехия, европейский, Индия. Ага. Так, есть Каспийское море, Дербент, Астрахань. Это колониальные захваты 15-17 веках. Так, смотрим. Империя Минь, Цинь, Великих Моголов, Дербент, Дербент. Ну и место пространства, где Чехия. Так, Нидерландская, Европа. Опять же, Грузия есть. Кроме Грузии нету. Ну, вот атлас истории средних веков. У нас Восточная Римская империя. Угу. Здесь государство сасанидов. Интересный вот момент. Смотрите. Мы говорили очень часто. Мне часто задавали вопросы про гуннов. Смотрите. Государство белых гуннов. Где находится? Всем видно, да? Государство сасанидов. Чтобы было понятно, вот это все Каспийское море. Это Константинополь. Видите, да? Государство сасанидов. Вот оно, зеленое. Это входит Дагестан. Вот. Весь Азербайджан. Иран. Вот вся вот эта территория, она сасанидов. Вот белые гунны. Вот, чтобы было понятно. Это у нас к началу 6 века. 6 век. Чтобы было понятно, это Константинополь, славяне. Вот славяне, балты. Вот и место, которое мы находимся, но не указано ничего. Ладно, смотрим дальше. Дальше у нас есть... Вы не смотрите, как говорится, на... Это 20 век. Здесь в основном 20 век. Декабрьское вооружение. Это начало 20 века. Советская власть. Ну, это уже 20 век, 1900. Угу. Так. Азовская. Сейчас. Ну и вот такие вот карты, как вы видите, да? Смотрите, это все чеченская карта. Смотрите, помните, я вам говорил о том, что
нигде не указано, смотрите, как уже за териком фиксируется терская, кумская низменность. Терский хребет. Вот он, который доходит до почти что фактически до Гудермеса. Вот он доходит до Гудермеса. Это за идет уже Толстой юрт. Вот он Толстой юрт. Здесь Грозный. Вот Сунжинский хребет, который делится. Здесь находится Ачхой-Мартан. Здесь недалеко чеченский. Вот Сунжинский хребет, он идет до конца. Ну, это еще во время ЧССР. Ну и само собой мы видим, чтобы было понятно, верхние горы, средние горы, вот, невысокие горы и равнина. Вот, смотрите, зеленая часть это все у нас равнины. Вот, это предгорье, черные горы, видите? Черные горы это те самые горы, по которым говорил Руслан Арсенукаев. И мы говорили, вот по этим черным горам у нас находились и проживают по всей территории Навчичу, проживают непосредственно остроевцы. Вот. Это уже средние горы у нас вот пастбище, это Альпийские луга, которые у нас занимают, опять же, от Чеберлоя, и вот он, Шаройский район. И уже самые высокие, это уже мы видим боковой хребет, это здесь уже на границе с Грузией. Кстати, гора Тибулустма тоже здесь указана, это на нашей территории. Вот. Это карта распределения осадков территории. Но это в основном география. Природные зоны Чечено-Ингушетии. Ну, я вам показывал, да? Смотрите, и здесь мы видим, какие животные в основном находились на нашей территории. Вот какая вот природа. И всем прекрасно видно, да, вот этот кусок, вы догадываетесь, да, вот этот кусок это пригородный район. Это пригородный район. Между нами здесь, как таковой, нету никаких ни границ, ничего. Вот. Это у нас карта распределения осадков на территории. Еще одна зоографическая карта. Здесь в основном 20-е Великая Отечественная война. Интересно, есть ли что-нибудь про депортацию? Конечно же, нету. Так вот, и дойдем до самого интересного. Смотрите. Я вам указывал, что эта карта 1933 года, составленная из сведений, видите, да? Из сведений, имеющихся в Петропавловском штабе отдельного Кавказского корпуса 1833 год. Это первая половина 19 века. Моздок, Екатериноградская. Вот она. Вот военно-грузинская дорога, если я не ошибаюсь. Чтобы было понятно, вот это все Осетия. Вот она. Вот это вот Осетия. Видите? И вот так она заходит кусок. Ну, по крайней мере, здесь она указывается. Здесь от самой границы написано, что чеченцы. Видите, да? Чтобы было понятно, что за цифры. Эти цифры здесь обозначают, какие тейпы проживали по этим цифрам указано. То есть, допустим, единица обозначает мелхист. Единичку смотрим. 10, 6, 4, 12. Горные районы. 15, 9.
Смотрите, четверка, тройка, двойка, пятерка, шестерка, семерка. Мгм. Так. 14. Вот здесь единица. Десятка у нас идет. 10 это чента. Десятка, вот чента. Вот она здесь. 11 это зумса. Вот видите, 11. Подождите, это карандаш какой-то я нехороший взял. Да чтоб тебе пусто стало. Ага. Вот. Видите, да? Это зумса. На карте указано. Рядом с зумсой, шестое, у нас находится мулка. Это мулка мохк. Вот мулка. 12 смотрим. 12 у нас чинха. Вот она, чинха. Видно всем, да? 14 смотрим. Нихала. Вот нихал. 13 гучинг. Гучинги. Гучингхуай, Гучингхи. Вот она, 13 чтобы было понятно. Смотрим дальше. Единичка. Я ошибся, все, беру свои слова обратно. Единичка, вот это единица. Это все мелхиста. Это наша. Вот единица мелхиста. Двоечка. Кеймохк. Да, видно всем, да? Кеймохк пушун. Тройка. Тира. Тируемохк бухар. Тируемохк мерку. Четверка. Четверка. Это дышный мохк. Вот он, дышный мохк. Четверка. Пятерка. Вот она, пятерка. Видно всем, да? Пятерка. Это у нас чухуай. Чухуай. Вот она, пятерка. Вот она, чухуай. Шестерка. Молкуай. Вот. Я вам говорил, шестерка это молкуай. Семерка. Майста. Вот майсты. Вот она, майсты. Семерка. Я не ошибся. Дело в том, что в то время они написали вот в этой местности почему-то или Свободе. Семерка, вот она. Вот майстой. Вот шестой молка. Восьмой хилдия. Здесь просто совпадают. Есть несколько. Шестерка, пятерка, четверка, тройка, двойка. Вот они идут подряд. Карта 1833 года. Здесь указано. И сестра Айзан задонатила. Айзан далса юэл. Далдук я хвел будиснег. Эзашка соудолил. Обеч мархиба таадает нега. Аллах дала. Эзашка соуду ахилон везендер. Что касается Расул, у меня абсолютно желания нету слышать от нарнийцев. Я уже устал. Шутки, конечно, можешь оставить. Эта карта нарисована не мной. Вот. Что касается указаний, вот примерная карта. Вот по той же тематике сделана она. Вот эта карта. И я их отметил, чтобы было видно. Вплоть до Псидаха все здесь указано. Вот, чтобы было понятно. Мелхист. Второе. Кеймохк. Вот он второй. Третье. Тира. Вот третье. Тира. Четвертое. Что понятно, вот это Хевсуретия, вот это государственная граница.
Вот. Четвертое, то, что вы видите, Дышнемерк. Пятое, Чухой. Пятое. Вот она, пятая. Шестое, Мулка. Шестое. Седьмое, Майста. Восьмое, Хилдияровой. Вот, Хилдияровой. Девятое, Хачервай. Девятое, Хачервай. Вот, девятое, Хачаришун. Это все территория Чечни. Десятое. Вот, десятое. Десятое, это у нас Чента. Десятое, Чента. Одиннадцатое, Зумса. Вот Зумса. Чтобы было понятно, это горная часть, видите, да? Это Зумса. 12. За Зумсой у нас идет Чинах. Вот это Чинах. Вот. И Чинхюшун. Потом 13 нас. Где здесь находится? Надо посмотреть. Зрение уже 14. 13 у нас должно быть Гучинг. Гучинги. Гучинг Халхлешу. Это Шатой, ближе к Шатою. Так, 14. 14 Нихалюэ. Вот 14 Нихалой. 15 вот она, 15 точка, увидите, да? 15 это Шюйто Шатой. Там же Тумсой, Вашандрой, Хаккой, Варандой, Келой, Мершлой, Сеттой, Гаттой, Пхамтой. Поэтому не спрашивайте отдельности, где вот 15 территория, вот Шатой, где находится, это все вот в этой частности. Здесь все, что я перечислил. Еще раз повторяюсь. Шюйта 15, Шатой, Тумсой. В Шатой входит Тумсой, Вашандрой, Хаккой, Варандой, Келой, Мершой, Сеттой, Гаттой, Пхамтой. Вот это все под 15 у нас идет, чтобы всем было видно, да? Вот. Дальше. 13, 15, 16, да? Нужно вот 16. Вот 16. 16 у нас это непосредственно Серблой. Серблой, вот оно. Серблой. Вот. 17 Сандхой. Бой. С моим зрением здесь еще так. Так, освободилось. Надо еще посмотреть. Вот. 17 Серблой. 18 Кеслой. Вот Кеслой. 18 19 Шикарой. Это Шаройский район. Мы уже переходим. Здесь это уже Итумкалинский область, а это уже Шаройский. 19 у нас идет Шикарой. 20 у нас идет Шара. Шара входит Шарой, Жогалдой. Чтобы было понятно всем. Это у нас 20. Вот 20. 21 у нас идет Цеса. Цеси. Вот. Чтобы было видно. Вот Цеси. 22. Это все, как вы видите, по рекам можно сориентироваться по горному хребту. 22 у нас идет Дай. Видите, 22 Дай Юшун.
Дальше. 23. Все делаешь. 23. Еще камеру показать надо. 23. Всем видно, да? Вот. 23. Хуланда. 24. Хакмада. Это вот на границе с Грузией. Само собой, с выходом все на грузинскую границу. Видно, да? Всем. 24. Хакмада. Хакмадвай. 25. Химай. 25. Химой. 26. Вот здесь. Кири. Тейп Кири. 26. 27. 27. Видите все, да? 27. Это Бути. Тейп. Вот. 28. Чайра. Чайруай. Тейп Чайруай. 28. 29. Если что-то не видно, непонятно, вы переспрашиваете. 29. У нас за Чайруай идет Нохчкил. Нохчкилой это 29. 30. Нижел. Нижлуай. Нижлуай, Нижлуай, Алдус, Ши и Душунду. 30 Душуна. 31. Чеберла. На границе с андийцами. Всем, чтобы было видно. Аварцы, андийцы. 31. Чеберла. Чеберлай. 32. Теперь надо посмотреть, где находится 32. Силу Светеларе. С такой-то решением. Так, сейчас подождите. Постараюсь найти. Вот она. Здесь видим Осетия, Владикавказ. Вот Владикавказ, это Осетия. 32. 32. Это у нас Жайрах. Жайрхуай написано. 32. 33. Мецхал. Вот Мецхальское общество. 34. Кекал. Кекалай, Галгай. Вот отсюда вот как бы считается. Галай. Это каждое место, которое как по тейпам распределено Юшунар. Чтобы было понятно. 35. 35. Это у нас Цорой. Вот Цорой, с которыми фактически уже дальше у нас идет граница, и вот так идет вверх. Чтобы было понятно. 35. Цорой. 36. 36. Цечак. 37. Ялхар. 37. Ялхар. 38. Эхки. Лам-Эхки. Самая большая территория вот здесь. Лам-Эхки. Тоже Нохчичуа находится, чтобы было всем понятно. 38. Душун. Эхки. 39. Вот. Галай. Галанчуш. Галай. Вот. 39. 40. Нашха. Нашха. Галай. Ахка. 41. 41. Пешха. Пешхуай. Вот она. Пешха. Нашха. Галай. Всем видно, да? Это у нас непосредственно 41. Вот. 42. Так, это вот здесь. Эльстанджа. 42. Ну,
43-й. Чармай. Вот этот округ 42-й, 43-й, 44-й, чтобы я их вот всех перечислю, вот эти все, чтобы было понятно сразу. Это Эльстанжуай, Чармай, Харачуай, Эрсан, Эршбатуай, Гюна, Белгата, Курчала, Цуантара, Тезкал. Они все, вот это все входит вот здесь в один. До 58-го. Остальные это все на одном. 54-й, 58-й. Сразу перейду на 58-й, потому что остальные вы знаете, да? 57-й Ялхуай Муахкю, 58-й Аларью, 59-й Энганью, 60-й Сесанью, 61-й, так, вот они, 61-й, 60-й, 61-й Сесни, Гендригни, Билти, 64-й Зандхуай, вот он, на границе, вот, чтобы было понятно, вот это уже граница идет, вот она граница идет, вот так. 65-й у нас идет непосредственно, это Аух, вот они, две части нашего Ауха. Ну, здесь кумыки указаны, в то время еще кумыки были, сейчас в основном там сюли и лакцы. Вот. 66-й. Смотрим. 66-й. Ангушт. 67-й. Несархуай. 68-й. Галаш. 69-й. Арштхуай. 70-й. Анклав. Псидах. 71-й. Тиаркист. 72-й. Брагуны. 73-й. Качкалык. Гач-Алхуай. 73-й Гудромес. 74-й. Мичик. Мичикизовцы. Вот об этой местности идет. 74-й. Вот. 75-й. Герменчук. 76-й. Грозный. 77-й. 76-й Алды, 76-й Алды, 77-й у нас идет Чечен Аул, 78-й Старый Атаги, 79-й Гихи, 80-й Баца Тушетья с Бацой не путать, чтобы было понятно. Вот все мы видели, да? Вот оно. Прямо на границе с Тушетью 80-й. И они отмечены, как у нас. И записано Баца, Тушбаца, Бацуай. Вот. Вот такая вот карта с такими описаниями его. Вот. В основном мы знаем. А здесь, чтобы было понятно, на этой карте, здесь описывается непосредственно, допустим, возьмем нашу территорию, да, чеченцы. Вот чеченцы, смотрите. Собственно, чеченцы первые, качкалыковцы второе, ауховцы третье. Это вот здесь уже указано. Первое, собственно, чеченцы. Второе, качкалыковцы. Третье, ауховцы. Четвертое, ичкеринцы. Видите, третье, вот они. Второе, первое, второе, третье, четвертое. Ичкеринцы. Пятое, чеберлоевцы. Шестое, кистинцы. Седьмое, у нас идут шатоевцы. Восьмое, у нас идут шихоевцы. Девятое, идут акинцы. Десятое, идут цоринцы. 11 у нас идут галгай. 11 идут галгай. Вот видите?
Это не на нашей карте, это на российской карте идет. 12-е Галашевцы, 13-е Назрановцы, 14-е Карабулаки. Все эти нумерации есть здесь, как я перечислил. Собственно, чеченцы, качкалыковцы, ауховцы, ичкеринцы, чебуртлинцы, чеберлай бушон, кистинцы, это Чинхуаева из горной части шон, шубуты, шатоевцы, он, пшихоевцы, пешхуай, нашхуай, иш бушон, акинцы, лам эхке бушон, царой бушон, галгай бушон, галашевс бушон, назрановс бушон, карабулак. Итого 210 тысяч. Карта 1833 года. Чтобы всем было понятно, вот по картам, я думаю, сегодня, чтобы чересчур сильно не загружать, вот. Я понял, что многим это вовсе не интересно, но, по крайней мере, с моим зрением уже трудновато, свет когда тусклый. Ищет ситуация, и шуна. Вот. Остальные тейпы маленькие, Ник, Игары, они все в одном, то, что входили в одни тейпы, это еще до того, как уже размножились, начали делиться, дробиться. Тут я шайгюшон, сундера, нормально. Аллах да, лел мукшал сане, марнеш хобар духой дауа. YouTube чудо дойловый. YouTube чудо. Вот все перечисленные в 1833 году, это еще пока все вместе, как вы видите, вам все указали, где какие тейпы. Все делилось по тейпам. Все делилось по тейпам. Это не нужно к нам там жаловаться и говорить, вот вы говорите, что мы тейп и так далее и тому подобное. Ну, дело в том, что эти документы сами указывают это. Дело в том, что Муса Зурабов сам говорил, вначале был Галгайский общество тейпа, а потом оно переросло в название. Поэтому вот как-то вот так вот. Там дальше, конечно, есть и другая карта, мы можем посмотреть по Броневскому, более большой масштаб, я вам ее показывал тоже. Вот с картами, конечно, интереснее, когда показываешь прямо наглядно, где, в какой местности. Здесь же указывается в основном местонахождение, количество людей. То есть в это время общее количество чеченцев было 210 тысяч к 1833 году. То есть до того, как пришел Шемель. Это получается. Вот так вот. Это включая Цхорвай, Галашевцы, Галгаевцы, Ангуштовцы, их было 11 тысяч и все так далее. Вот. Не знаю, спроси у греков насчет ексаматов. Вот. Вот так. И, если я не ошибаюсь, я поблагодарил, да, нашу сестру, которая задонатила в месяц Рамадан нам на работу на Инстаграм. Так. Да. Мгм. Ну, хорошо. Это радует. Жаль. Здесь что? Эх. Эх. Ладно. Удивится.
Цедвехна. Антисум чекса могойцу. Короче. Так. Так, не ко мне, не ко мне. Все вопросы не ко мне. Башлам хухил цедвехнек бошму. А, так. Это наш народ не делится на Ламру и на других. Это просто местное название. Ламро, типа в горной части, Теркист и Теркист, имеется в виду те, которые живут у Терека. Охарнах это на плоскостной территории. Это просто топонимическое название. Это не более, не менее. Называют, потому что глупо. Включая Ламру. Ламру относится, чтобы вы понимали, термин Ламру относится и к тем же в горах, кто живет в Дагестане. То есть горные жители, все относятся. Вот Таулинцы, Таулистан. Это то же самое, синоним слова Ламрой. Вот. Или Ламанхой, или Ламрой тоже относится к ним. Поэтому умадательзем просто там уерис. С доната снимают вот этот ежемесячный геоцер, процент сняли там за оплату карту Эттингхаус. Нормально все.
Пока еще живы, дышим. Да, Качет сам он задонатил, да. Один задонатил. Сестра задонатила. Или брат, или сестра. Ну, написано, что сестра. Ага. По морским Насчет термина ламрой, там есть несколько версий, поэтому 5 минут. Муса, Волшуй. Вопросы, задавайте вопросы. Если есть вопросы, задавайте. Не обязательно по истории. Анти-разговор язык дует. Иногда заходит Муса. Ибраим, они пока между собой разговаривают, общаются. Я как чувствовал. Про карту. Машлам Тхуган Жим Юхани Алир. Да я-то не против. Можете задавать вопросы друг другу. Так, и еще вопросы, которые есть. Башлам, слышал ты про объединение Южной и Северной Осетии? Да, я слышал что-то, что якобы хотят объединиться Южная и Северная Осетия. Но к нам это, конечно, не имеет никакого отношения. Там есть свои геополитические проблемы, признают, не признают. Поэтому не думаю, что это для нас сильно важно. Честно сказать, как для Чеченской Республики. Это их личное дело, Северная и Южная Осетия, объединятся они или нет, согласна с этим Грузия или нет. Это как больше геополитические вопросы и политические внутренние дела каждых из этих народов. Поэтому я туда не вмешиваюсь, им лучше знать. Башлам, чеченцы когда-нибудь жили над Тереком к северу? Жили. Мы об этом предоставляли документы. Это левая сторона Терека. Над Тереком неправильно, если ты имеешь в северную часть. Это левая сторона берега жили, конечно же. И я называл конкретные тейпы. Об этом говорится еще во времена и Ермолова, еще ранее периоде. Башлам и Моздок Хайн Хелю изначально. Моздок изначально заложили русские. Про этот скоро мы тоже ролик закинем. А земля относилась к Малой Кабарде. Из-за этого поднялось первое, как говорится, восстание. Начались первые нападения кабардинцев в основном. Поэтому земля входила в состав Малой Кабарды. В дальнейшем, которая часть свою с нашей стороны мы забрали. В другую часть Бек-Черкасский продал России, и после чего там стал Сунжинский район. Так, про Моздок, это я вам говорил, да, рассказывал. До этого, что он принадлежал нам или кем, не принадлежал. Он принадлежал черкесам, кабардинцам, черкесам, адыгам, это одно и то же. Потом часть продали, из них заселили туда терских казаков, но из-за малоземелья, что не должны проживать терские казаки,
во время революции и так далее. Вот эта тематика была. И в конце концов она превратилась в Сунжинский казачий округ. Часть отдали Чечне, часть отдали Ингушетии. Потом в дальнейшем Чечня и Ингушетия объединилась. И когда Чечня разошлась, Ингушетия, точнее уже разъединились после Северка, были спорные территории. И 8 селений из этого Сунжинского района оставили братьям ингушам, поскольку у них вот в основном там проживают уже ингуши. Башлам слышал, что в Ингушетию хотят присоединить, Осетию слухи ходят. Ну, ты правильно сказал, слухи ходят. Во-первых, не хотят присоединить, а там один написал пост, причем этот пост, причем я так понял, что он уже повторяется несколько раз, что типа надо бы объединиться и решили бы сразу несколько вопросов, решился бы там по пригородному району. Что-то такое я читал, но объединить никто ничего не говорил. Да, я это имел в виду. Ассаламу алейкум, Дон Антонио Конта. Ва алейкум ассалам. Вот, Марк, там ингуши об этом только и мечтают. Ва алейкум ассалам. Башлам, если исторические земли, и брат Адлан задонатил, Адлан, Аллах да саил, хадонат, дал духуахуайл, поступило, я же много раз и говорю, что и Visa, и MasterCard, и Мир, все работают, как и раньше. Тот, кто хочет задонатить, никаких проблем с этим нет. Башлам, есть ли исторические земли чеченцев, которые в данный момент в составе других республик? Да, конечно, есть. Про Малгобекский я знаю. Есть даже, несмотря на это, но скоро я, Дон Антонио Конте, я это опубликую. Посмотрите, там один или два селения остались в Грузии. Доп Антонио Конте, ва алейкум ассалам. Башлам, были ли у нас выход от Каспийского? На выход на Каспийское море был, на Черное море нет. По крайней мере, в современном понимании выхода на Черное море у нас не было. Башлам, я без провокаций. Да, какие провокации? Это уже мое дело. Один дома осетины навряд ли согласятся, я так думаю. Но я не знаю, это их личное дело. Башлам, остров Чечень, он наш. Остров Чечен назван в честь нашего народа, но сегодня он не наш, он входит в состав Дагестана, поэтому Мархи Бахтантир да Дейлдух. Аллах да Саадуэл Адлан. Обеш Мархи Бахтантира да Духуахуэл Бодиснек Эзершка Саудахты. Если ингуши знаю, двумя районами отдельными ингушам, неужели мы так и не вернем свою землю? Это я не знаю. Это уже политический вопрос. Присоединят или нет. Остров Чечен был назван из-за чеченцев, которые проживали в горах. Это пишут самые рассыльские истории. Башлам, сотрудничаешь ли ты с лингвистами? Да, сотрудничаю. По крайней мере, понемногу. Марку Зен тоже народ спрашивает. Башлам, я сам вообще к нам относится помимо названия. Ну, как понять, сам остров относится к нам помимо названия? Сейчас нет, это не наши границы, мы не выходим к морю сейчас. Сейчас мы не выходим к морю. Так вот, ряд вопросов, ряд ответов. Башлам, как ты считаешь, если у нас будущее в науке и так далее? Будущее у нас есть. Все зависит Все зависит от того, как мы себя проявим, как мы себя покажем. Это самое главное. Будущее есть, конечно. Главное, Деша Деба Даха. Это самое главное, что нужно знать.
Будущее есть у любого народа, если он... Демократия, хэштег Дубая. Сомневаюсь я, что у нас доллар прокатит. Ой, доллар баз. Демократия прокатит. Там написано курс доллара, и доллар прокатит баса. Военная демократия. Вот. ДРС Хил, Расул, но как-нибудь. Насчет задаваемых вопросов я имел в виду, Расул, а так никакой вины с твоей стороны. Что значит другое что-нибудь? Ты против всяких дорогих свадеб, танцев, и я лично против. Ну, я не знаю, я против дорогих свадеб. Это не мне нужно говорить, у меня нету возможности, поэтому у кого есть, это лично их дело. Если есть деньги, пускай делают, если хотят. Не хотят, не делают. Хорон и каждому. Башлам, тут есть канал History, там интересные исследования лингвистических работ по нашему языку. Правда, давно новые ролики не публиковались там. Смотрел ли ты и что тебя заинтересовало? Как он называется? Именно History? Нет, не смотрел, не знаю. В Ютубе я вообще не разбираюсь, честно сказать вам. Вот Ибраим передал мне, научил, как вести прямые эфиры, я здесь провожу. А так я не занимался, не знаю, врать не буду. Чего не знаю, того не знаю. Вот, если бы знал, сказал бы. Нет, я долго уже не буду, уважаемые друзья, вы уж простите, но у меня возможности не безграничные, надо по чуть-чуть экономить, чтобы и завтра сделать тоже эфир. Как вы видите, у нас в эфире немного людей, не 1000, не 500, не 100, не 200, поэтому с донейшеном у нас, само собой, не густо, поэтому все своими силами понемножку пробиваемся. Жим-жим дам ваха. Ой, того, что ты иду. Завтра мы, возможно, чуть раньше начнем, посмотрим. Дон Антонио Конте, учиться надо сначала. Надо воспитать поколение интеллигенции. Людей образованных должно быть очень много. Только тогда то, что ты говоришь, можно даже задуматься об этом. А так, я очень сильно сомневаюсь. Башлам, какие книги по истории купить, подскажи. А то я тут видел в одном магазине старые книги продаются. Книги, это, конечно же, очень такой подход индивидуально. Я слышал, ПДК, куйки, это чеченцы, аварцы, даргинцы и так далее. Может, мы просто из-за тюрков и тюркизма потеряли проход. Нет, вообще-то не так. Кумыки, сюли, у них свой ДНК, у Нохчи свой ДНК. А потеряли им выход не из-за этого. Ну, войны все время не соглашались. Вот и получилось так, как получилось сегодня, то, что мы имеем. Вот. А так, конечно же, население сокращается, боеспособное население сокращается, уходили в горы. Против тебя, когда остановилась такая махина, само собой, сопротивление было. Сложно сопротивляться. Поэтому сопротивлялись, воевали, но когда видели, что
смысла нету, начинали потихоньку уже Расул Муч, о проблеме Аухова. А что 15-20% там, что чеченцы неправда, а то что где там, в Дагестане, 15 или 20% не знаю, но за 200 тысяч там проживает. Соблюдаю все даты, но хотелось бы узнать, откуда у кавказцев много темненьких людей, много тюркских слов. У некоторых четко видно монголоидные лица. Ну, монголоидные лица. Ты же живешь не в закрытом обществе. Это есть среди каждого. Среди осетин есть, среди ингушей есть, среди всех есть народов. Это мы здесь не закрытые, здесь завоевывались. М, География очень распространена, поэтому среди кумыков, я говорю, сейчас бывшие уже чеченцы. Ну есть, но они не признают из-за среди кумыков, среди да, ладно, среди кумыков, наверное, тоже есть чеченцы, которые стали уже более тюркоязычными. Но без ДНК не узнаешь, Расул, не переживай, буду транслировать его тебе, где захочешь. Ну, что ты хотел? Здесь было сильное влияние тюрков. Золотая Орда, Хазарский Каганат. Вот. Не забывай, балкарцы, карачаевцы тоже под влиянием утеряли свой родной язык. Сегодня их родной язык это тюркский. Поэтому как-то вот так вот. Время меняет все. Буква Ф, коротко, его повзаимствовали у осетин. Вот и все. Коротко я тебе объяснил. У нас его не было, но сегодня уже нужно говорить о том, что не использовать мы не можем, поскольку мы непосредственно являемся мусульманами, а использовать арабские слова, тот же фатиха, когда говорят, мы ранее говорили патиха, но сейчас мы говорим фатиха, как на арабском должно быть. Вот, поэтому переняли и все. Осетины разве не персы, типа из фарси? Да, персидская. Да, персидская. Ну, ираноязычные, так скажем, используют букву Ф. Да. Ф не удревняется, поверь мне, от буквы Ф ты не становишься древнее. Если только... Абсолютно верно. Абсолютно верно. И Адлан еще раз задонатил брат Адлан. Адлан, Аллах да саадуэл. Да духуа хуэл. Обещ мархаба таамел делега дегмелла чадир саадуэл. Антипонт, Агварди, Сиэли. Ну, у всех, кого ты видишь, здесь они есть. Нет, конечно.
Многие ютубом не пользуются, более взрослое поколение знает, молодые вроде бы не пользуются ютубом, они до сих пор в Инстаграм. Я не знаю, надо посмотреть завтра. Хотя, я не знаю, через VPN потянет ли вообще прямой эфир. Ну, не знаю, они крепко засели там. Я смотрел, там новости, все как было, так и идет в основном. Да, отток очень сильный есть и так далее, вот, не больше. Что касается Рамазотти, он, телеграм-канал, он заходил вроде бы туда, я не знаю, есть ли он здесь, нету его здесь, черту Рамазотти. Не мои, они мои братья, они мой народ, но мои, не мои ишдацы, они просто подписчики. Это мои братья, но мои не мои бах, это не свободные люди. Кому хотят, туда идут. Где хотят, там и пишут. Я все все ламры пользуются буквой Ф. Блин, ламрой понятие, конечно, растяжимое. Нет, конечно, не все пользуются ламрой. Но ламрой неправильно. Это горный диалект. И все используют букву Ф, нужно говорить. Ламрой все. Все без исключения. Все, кто с гор, они ламрой. Это горцы. А если говорить о диалектах, я не знаю. Я не слышал у Чеберлой. Я не слышал у Шаруай, тоже не слышал. Дон осетины при шейх Мансуре воевали, а вот норнийцы никогда не воевали за свою свободу. Не лучше ли нам жить мирно и братственно, дабы в будущем объединиться? Маловероятно, что мы объединимся. Нету такой практики, чтобы объединились. А даже когда объединились, это плохо кончалось для нас. Всегда. С кем бы мы ни объединялись, мы оставляли им огромный кусок земли, и это для нас заканчивалось плохо. О каком братстве ты говоришь? Братство только есть одно. Братство в исламе. Ни больше, ни меньше. Никаких других братьев у нас нету. Нохчий народ– это нохчий народ. Ни больше, ни меньше. Почему хор нохчичун только ще нохчичу объедик не глухардается? Другие народы для тебя стараются, переживают за тебя, нисколько не будут. Вот столько. Если ты будешь говорить о своей географии, своей истории, о своих традициях, тебя сразу начинают называть нациком. Тебя называют, он националист, он других. Да дела нету мне до других, понимаете? Меня интересует только наша история, мой народ, мои проблемы. Я не лезу к чужим. Если не задают вопрос, я не лезу к чужим. В каком-то объединенном общем Кавказе, да не будет это никогда. Понимаете? Не будет этого. Башлам, а как ты думаешь, почему они реально не воевали? Ты понял, про кого я прошу? Я не знаю. Не хотели, не воевали. Они говорят, какую выгоду вы в этом нашли. Прямые эфиры с гостями в эфирах можно вести в Бигалайф. Я в Бигалайфе не зарегистрирован и не собираюсь. Это вообще несерьезно по мне, честно скажу вам. И ТикТок несерьезно, и Бигалайф несерьезно. Вот. Телеграм более или менее. В Ютубе более или менее. А вот если прямые эфиры хотите, если кто-то хочет поговорить, чтобы выйти в эфир, видно было его, пожалуйста, давайте, заключаю. Заранее сообщайте мне, пишите в Инстаграм, WhatsApp, ВК, Твиттер, везде я есть. Везде почти что под одним и тем же ником, башлам.39. Задавайте вопрос, скажите, в этот день я хочу поговорить с тобой, чтобы вот, прямой эфир. Мы в Телеграме договоримся, трансляция будет идти на Facebook, и везде будут идти трансляции, а мы будем говорить через Телеграм. Вот и все. Вопрос, Башлам пропустил вопрос, ты говоришь. Какой вопрос? Если бы я видел, я бы зачитал вопрос. Дон Осетины при шейх Мансуре, это я читал, есть доля правды. Расул, антипод, прямые эфиры, Бигалайф. Мотя задавала вопрос, Башлам пропустил. Вроде бы как. А что задавала Мотя вопрос, я не видел. Мы всегда брали инициативу на себя. Надо в будущем ждать, пока кто-то сделает, а потом только присоединяться. Абсолютно верно. Башлам, если я увидел недостойно поведение девочек, как мне поступить, отвести старшим братьям и родить?
Нет, подойти, объяснить, что это некрасиво и неприемлемо среди нашего народа. Второй раз, если увидишь, уже можешь отвести к родителям. Моти не задавала мне вопрос, я не Башлам, почему кумыки переняли национальную одежду кавказцев и почему-то не сохранили свою? Честно сказать, Моти, я не знаю, почему они переняли, не сохранили свою. Может быть, не хотели отличаться. Ну, одежду переняли Моти не только они, переняли и осетины тоже. Ну, нет уже никаких с этим проблем. Да и кому она принадлежит, то это тоже под вопросом. Наша это или общая. Не все осетины персы. Я не говорил, что все осетины персы. Я вообще не говорил, что они персы. Я сказал ираноязычные. Башлам, мы всю жизнь не во-первых, это неправда. Мы с достойными ингушами, достойно вели, и нормально все. И до сих пор нормально. А то, что есть некоторые люди, которых мы не говорим, что они ингуши, мы говорим нарнийцы, без разницы, какой бы это ни было нации. Ингуши достойные братья, и как другие все нации, все достойны. Вот. Но есть одно. Нохчишна вежри нохчибу в национальных вопросах, в земельных вопросах, в адатах и всех остальных. В остальном, в исламе, да, мы братья и так далее и тому подобное. Ждать не дождемся. Не понял я, что такое ждать не дождемся. Вежри, я не буду в Бигалайфе, я не буду в ТикТоке, я еще раз вам говорю. В Ютубе, в Фейсбуке, Инстаграм, в Телеграм, в ВК. В ВК тоже можно делать эфиры. Мы в ВК можем тоже сделать, поэтому, Башлам, сколько раз ты был в разных городах? Я в многих городах России был, поэтому очень много даже перечислить очень трудно. Ассаламу алейкум, Башлам, почему говорит про чеченские тюркизм? Бекхан, ну, у Бузуртанова больная фантазия, очень больная фантазия, это раз. Во-вторых, с точки зрения лингвистов, то, что у нас много тюркских языков, ничего плохого в этом нету. Да, конечно же, мы очень много взаимодействовали, вели торговлю с тюркоязычными народами, и поэтому переняли. Сегодня от того, что мы говорим на русском языке или пишем на русском языке, становимся мы с тобой русскими? Нет, конечно же. Вот. А Бузуртанов и ему подобные, говоря на русском языке, используя там, я не знаю, фонему F, там, перс, с ираноязычного, там, грубо говоря, научные лингвисты говорят, что это взято из фарси непосредственно, из ираноязычного. Я не знаю, насколько это так. Но все же, вот, утверждать о нашем языке, обсуждать и говорить это неправильно. Допустим, какие слова, например, Бекхан, Бекханов. Сямсяк– это тюркское слово. Понимаете? Это у нас, оно звучит на нашем языке бо-алдиз. Ну, помидоры, бадарж и много-много других слов. Наши слова так звучат, там мы используем или тюркский, или английский, или французский и так далее. Ну, тюркский язык мы сейчас не используем. Мы очень давно перестали использовать его. Начали понемножку уже отказываться. И от тюркских слов тоже начали отказываться. Арабские слова, тюркские слова, персидские слова. Какая разница? Ну, используют те, которые есть. Но надо понимать, что экономика, с кем у тебя есть, с кем торговля, вот тот язык ты и учишь. Иншаллах, у нас почти что до полумиллиона населения проживает сегодня в Европе. У нас растут молодые специалисты, которые будут говорить профессионально на французском, немецком, итальянском, испанском языке. У нас будет очень много образованных молодых ребят. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что они получат хорошее европейское образование, и мы его сможем для возрождения нашего региона использовать. Вот надежды такие. Так что то, что есть тюркские, ну, что поделаешь.
тюркский мир имел огромное значение свое. Ну, они сколько? Огромное время здесь проживали, содействовали, работали вместе с нами. Некоторые слова тюркские, как юрт, и некоторые арабские, турецкие произносят. Ну да, конечно же. Тюркский это же не обозначает обязательно кумыки там или не знаю. Спокойной ночи, башлам, Ибраим, Моти, Марки, Анти, не теряйся. Сирена, и тебе сладких снов бюстегалев. Можно ли считать аргументом в теме про древность то, что чеченцев в 3 раза больше, чем... Нет. Чеченцев в 3 раза больше, чем их, это не аргумент, это раз. Вопрос несерьезный. Чеченцы название тоже не древнее. А, Нет, дело не в том, что болезненно из-за того, что они живут. Родина есть. Но получить образование, кто-то работать и так далее по разным вопросам переехали. Поэтому мы не видим в этом. Да, хотелось бы, чтобы были многие дома, но, к сожалению, не получилось. Не могли. Во время войны уехали многие, во время Первой войны уехали многие, из-за болезни уехали многие, некоторые на заработки, как говорится, за длинным рублем уехали, устроились нам на работу и так далее и тому подобное. Ну, по политическим каким-то взглядам уехали. Но все это наш народ, и мы от него не отказываемся. Аллах Рейс Хейл, с наступившим месяцем Рамадан. Всех участников чата спокойной ночи. Амин. Ассалям. Уважаемые мои друзья, у соседей нету заимственных слова или тюркизма. Есть заимствованные и очень много разных слов. Разницы никакой нету. Используемые слова, даже тот же любимое их слово шахар, это тоже персидское слово. Юрт, если они используют, это тюркское слово, ну и так далее и тому подобное. Уважаемые друзья, на этом я заканчиваю сегодняшний наш эфир. К сожалению, вы должны понимать, мне нужно оставить трафик на завтрашний день. Огромное спасибо всем за то, что лайкали, за то, что писали, за то, что поддерживаете наш канал. Максимально подписывайтесь на наш канал, приглашайте наших друзей, всех, кто не знает, не в курсе, что мы ведем прямые эфиры в YouTube. Всех еще раз поздравляю с месяцем Рамадан, Масана Дейри Эсхил, Адлану и нашей сестре, которая задонатила. Аллах да саадуэл будиснег обеш мархабата шиятин улданата эзрашка будиснега соудолила беркатуэл масера Эттубуэл Каан Марха Мокшалуэл Бюстей Калюэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ибраим, ну, как всегда, поставишь нормальную фотографию, там, заставку поменяешь, уже лучше тебе знать. Бюстей Калюэл. Масера Адикюэл.